Я еще в прошлом году хотел устроить свадьбу. Не получилось. В этом году второй раз приходил. Снова не удалось подать заявление. Вот третий раз пришел. Сегодня Абдурасул наконец-то подал заявление в ЗАГС. Деньги на свадьбу он копил около 1,5 лет. Занимался частным предпринимательством, выступал в боях без правил. Но даже при этом половину суммы, несколько тысяч долларов, собрали для него родственники. Если Абдурасулу помогли родственники, то у большинства таджикистанцев такой возможности нет. Количество заключенных браков в стране сократилось почти на 20% за последний год. Те, кто решается зарегистрироваться, экономят на торжествах. Например, сегодня в столичном дворце бракосочетания было 14 пар. И только 2 из них будут отмечать в ресторане. Раньше таких была половина. Мы сейчас после регистрации в ЗАГСе поедем сразу домой. Возможности праздновать нет. Кризис. Сегодня у меня у двоюродной сестра свадьбы. Я приехал поддержать с Перми, прямо приехал, да. Решили сыграться, скромненько, чтобы большие расходы не было, да. Это свадьба моего брата. Решили особо не тратиться. Лучше деньги потратить на дом, на жизнь, решить какие-то семейные, домашние проблемы. В последнее время деньги трудно заработать. Основная причина сокращения количества заключаемых браков в стране – финансовый кризис, считают эксперты. Более 1 миллиона таджикистанцев, согласно данным Федеральной миграционной службы, ежегодно выезжали на заработки в Россию. За последний год их доход сократился в несколько раз. Десятки тысяч вернулись на родину, не найдя работу. Эти женихи, кто у нас обычно мигранты, огромное количество, они женихи, у них тоже уже стало трудно жениться, огромное количество депортирований, они не смогли уехать. Второе, даже кто приехал оттуда, обычно они с деньгами хорошие приезжали, теперь у них и эти деньги нет, многие просто годами там не получили и не смогли получить. Это очень важная действительно причина. Ситуация еще усугубится, говорят специалисты, и все из-за бюрократии. Если раньше для заключения брака достаточно было паспорта и желания, то сегодня нужно собрать ряд документов, таких как справка о состоянии здоровья и свидетельство о том, что члены будущей семьи не являются родственниками. Также в стране сократилось количество браков с иностранцами, но тут уже свои причины. В прошлом году у нас было зарегистрировано 22 брака с иностранными гражданами, а за аналогичный период 2014 года было 46. Здесь опять-таки тоже тенденция к снижению. Но это связано с ужесточением правил регистрации. Иностранный гражданин должен прожить на территории нашей республики не менее 1 года, заключить брачный договор. Денег и возможностей нет, а жениться хочется. По данным экспертов, в стране набирает популярность мусульманский обряд бракосочетания никох. Хотя совершать никох, согласно закону, можно только после официальной регистрации, десятки тысяч человек ежегодно нарушают это правило. Но что плохо, когда возникает какая-то проблема, когда уже они хотят развестись, если нет свидетельства о браке в органах ЗАГСа, тогда будет трудно решать эти вопросы. Поэтому в судах очень много дел, где вот практика о том, что у них фактически брак через НИКО, а они не регистрированы в ЗАГСах. Количество желающих зарегистрировать брак продолжит сокращаться, уверены специалисты. Законы вряд ли будут изменены, а когда закончится кризис, никому не известно. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.